Собор Нотр-Дам и мечеть Керия, некогда расположенная в городе Хотан, были построены в один и тот же исторический период. Американский журнал консерваторов опубликовал статью под заголовком «Китай разрушил уйгурский Нотр-Дам». Род Дрехер пишет, что Парижский собор и мечеть Хейтгах разделили общую участь. Разница лишь в том, что кафедральный собор пострадал в результате пожара, а мечеть Керия была разрушена китайскими властями. Народное радио Китая сообщило, что жители исторического города Дарья-Бои провинции Хотан были переселены в поселки, расположенные в 100 километрах от города. По информации Туркестан Таймс, выселение жителей началось еще в 2017 году. На тот момент в городе проживало 1342 человека. Более 100 семей из 369 переехали в новый поселок, где их заставляют учить китайский язык и право. Заместитель президента России Юрий Борисов сообщил, что начиная со следующей недели Россия арендует порт города Тартус в логистических и экономических целях сроком на 49 лет. На пресс-конференции, прошедшей после встречи с Башаром Асадом, Борисов сделал следующее заявление. Основным приоритетом переговоров стал Тартус. Наш визит укрепил двустороннее сотрудничество. Поэтому мы планируем подписать контракт в ближайшие дни и надеемся на скорую передачу порта российской стороне. Генеральный прокурор Судана сообщил, что в доме Омара Аль-Башира было найдено свыше 130 миллионов долларов. Аль-Башир обвиняется в ряде преступлений, в том числе и в отмывании черных денег. Бывший лидер Судана находился под домашним арестом. На данный момент его содержат в тюрьме строгого режима. Жители Триполи и Мисрата провели протесты против генерала Хафтера, осадившего столицу Ливии. Протестующие несли плакаты со следующими лозунгами: «Руки прочь» и «Поддержка Хафтера – это открытая война». Тысячи людей собрались на площади Героев в Триполи. Наряду с действиями халифы Хафтера протестующие осудили политику Франции и Египта.